Как представлено, мы активно развиваемся и по почтоматам большая сеть у нас. Но есть 450 единиц техники, международного почтового обмена. У нас один из 6 крупнейших сортировочных центров Почты России. Вот в этом году мы начали активное взаимодействие с маркетплейсами. Сейчас перерабатываем и обрабатываем порядка 30 тысяч отправлений в сутки. Это как раз таки с Яндекс.Маркетом. Если переходя в целом, там, в рамках, сегодня мы находимся в отделении почтовой связи. Данное отделение было отремонтировано в рамках программы по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В прошлом году мы отремонтировали 15 отделений, вот общая сумма инвестиций порядка 68 миллионов. В этом году 32 сельских отделений в 22 муниципальных районах республики. Ну и планируем, и уже сейчас проводим в активной фазе, и планируем период 24-25, пока ставим там более 100 отделений почтовой связи. Также рассчитываем то, что инвестируем в структуру порядка 500 миллионов. Причем надо отметить, что вот здесь представлен как раз Шеймардан, один из отделений, как он выглядел, как он на сегодняшний день стал. Ну и ряд отделений, которых мы несколько выбрали. Это Бублинский район, Восточный, также отремонтирован Смаиль. В целом порядка 32 отделений. Цепья Балтасинского района, он тоже, кстати, входит как раз-таки в разрез, точнее в 94% закомплектованности в целом. Да, и выручка отделений почтовой связи растет, это о чем говорит, то, что и клиенты, и наши сотрудники активно работают в этих отделениях. Соответственно, рассчитываем вот такой эффект получить от всех. В целом у нас в селе где-то порядка 760 отделений. Понятно, нам там есть куда в этом направлении двигаться. Со следующего года мы будем не только ремонтировать отделения, но и переходим как раз на мобильное отделение почтовой связи. Сейчас идет большая работа с муниципальными районами об отделении земельных участков. Я рассчитываю то, что мы в этом году сейчас эту историю собьем, со следующего года активно начнем прорабатывать. Имеется в виду, где совсем непригодные, да, чтобы модульные, блочные ставить. Абсолютно верно. Там, где уже ремонтный смысл нет, есть сейчас как раз по работе несколько вариативов там, технического задания, один из 6. Мы уже понимаем, как будут выглядеть быстровозводимые конструкции, то есть они павильонного типа в крупных населенных пунктах. Мелких, небольших, скажем так, менее 300 населения, это будет модульное отделение почтовой связи. Решение не принято, да? Окончательно в каком формате и какой будет с этим, пока решения у нас нет, мы как раз ждем, рассчитываем, что в декабре его получим и уже начнем эту историю отторговывать. Мы в рамках сегодняшнего дня откроем не только сегодняшнее отделение, там на сегодняшний день у нас в принципе уже отремонтированы все отделения, 27 из них уже смонтированы мебель, они уже начали работать. На этой неделе мы завершаем эту работу полностью. Собственно, как видите, здесь представлены все отделения, которые на сегодняшний день уже модернизированы. Вот такая история. Слово представляется министру цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Хайруллину Айрату Леонидовичу. Всем добрый день. Очень рад сегодня находиться в Сабинском районе, Шеймардане, населенном пункте, который достаточно известный за пределами Сабинского района. Сюда приезжали гости из других городов. У вас есть известно здесь клиника, куда люди приезжают голодать, лечиться. Поэтому Шеймардан — это крупный населенный пункт, где и мощнейшая инфраструктура связана с радиовещанием, с телевещанием. И находясь здесь уже непосредственно после ремонта и реконструкции почтового отделения, видно та необходимая перспектива, которая делается в рамках отделения Почты России. Одновременно с этим я хочу поприветствовать всех руководителей
и работников Почты России, которые находятся сегодня на видеосвязи в наших 22 муниципалитетах. Одновременно сегодня мы приветствуем 32 почтовых отделения, в которых проведены соответствующие ремонтные работы. Вот Ильнур Иванович буквально только что доложил, мы посмотрели фотографии, дощатый пол, не очень хорошее освещение. Ну, честно говоря, порой руки государства до сельских почтовых отделений не всегда доходили. И здесь мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, благодарны правительству Республики Татарстан Александру Андреевичу Ниханову за те программы, которые делаются в рамках Почты России. Это единственная мощнейшая социальная сеть в России, которая представлена в наибольшем количестве населенных пунктов. Такой организации в России больше нет. Вот только Почта России имеет такую серьезную электронную сеть. И, конечно, здесь я хочу поблагодарить наших работников Почты России, которые находятся здесь с нами на экране, и большой коллектив 7,5 тысяч сотрудников, которые выполняют тяжелую физическую работу. Во-первых, это взаимодействие с населением, люди приходят оплачивать ЖКХ, выписывать подписные издания, отправить посылку, получить посылку. Люди, которые любят пенсию получать дома. И вы, благодаря вашему труду, физический труд, нужно дойти, обойти, найти общий язык с людьми, которые не всегда, наверное, довольны властью, не всегда, наверное, довольны государством. Вы находитесь на переднем крае таких государственных функций. Поэтому я хочу вас поблагодарить за вашу такую неуемную работу, за ваш труд. Большое количество наших работников имеет очень серьезный трудовой стаж. И в этой части, конечно, мы будем прикладывать максимально те усилия для того, чтобы и заработная плата работников росла в отделении Почты России, материально-техническая база росла, чтобы так медиа, которая обеспечивает производство печатных изданий, доставляла все необходимые печатные знания как на русском, так и на татарском языке. Вот я посмотрел, прекрасные открытки здесь есть, которые можно отправлять, поздравлять с праздником. Ну и в целом могу сказать, что стоит задача расширять функции Почты России. Да, когда-то мы, наверное, с удивлением смотрели, почему в Почте России появился уголок, связанный с продуктовыми наборами, с нематериальными товарами. Сегодня это уже реальность, когда электронная торговля, электронная коммерция стала, собственно говоря, такой неотъемлемой частью жизни, когда ты можешь зайти в интернет, заказать товар, через 2-3 дня тебе привезут в любое отделение Почты России по всей Республике Татарстан. И, конечно, наши руководители, наши работники почтовых отделений сталкиваются вот такими, как бы, с одной стороны, изменениями, но с другой стороны, я считаю, что любое изменение – это всегда прогресс. И прогресс и в части повышения производительности труда, и в части тех функций, которые мы обеспечиваем. Поэтому, Раиса Андреевич, тоже хочу вас поблагодарить. Сегодня вот мы посмотрели ваше отделение, вы взяли затраты по прилегающей территории, рядом мечеть, здесь вот такая территория, люди припарковаться могут, и машину оставить, просто прийти посоветовать. Я думаю, что вот люди, которые здесь работают, лучше расскажут, потому что часто люди приходят, ну, скажем так, не только в почту, ради почты, ну, как пообщаться с людьми, которые могут подсказать, людьми грамотными, на что-то обратить внимание. И в этой части я считаю, что это такой как бы небольшой центр, ну, скажем так, общественный центр, который есть в населенных пунктах. Мы, конечно, ставим задачу расширять нашу программу. Вот в прошлом году было 15 отделений, в этом году 32. В следующий год однозначно будет уже новый формат, где есть почтовые отделения, которые совсем непригодны к ремонту. Есть договоренность о том, что будем делать такие модульные почтовые отделения. Такая практика в Татарстане есть, это модульные ФАПы, это модульные магазины. И модульные почтовые отделения тоже откроют свои двери в 2024 году. Поэтому хочу всем пожелать успехов, поблагодарить за ваш труд, тяжелый труд, идти домой, собаки, люди, ворота, тут открывают, тут не открывают. Вы эту работу выполняете очень качественно. Мы
видим и слышим позитивный отклик всегда от наших жителей, поэтому пусть наши намерения всегда воздаются добрыми делами, и желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия. Бизур Рахмат. Добрый день. Да, сегодня приятный день. В действительности, последние годы очень большие изменения идут в Почте России. С одной стороны, доступность для каждого гражданина – это почтальон. Это она, почтальоны у нас и психологи успокаивают, и всеми трудностями делятся, но их тоже иногда и фельдшерами оказывается. То есть они универсалы, им огромное спасибо. Хотя заработная плата невысокая, но они свою работу выполняют с любовью. Но хотим не хотим, у нас идет цифровизация, и сегодня очень много видов обслуживания населения. Я думаю, наши почтальоны, эти почтовые связи и системы почты тоже усовершенствоваться будут, ну и доступны будут для малых населенных пунктов. Потому что на сегодняшний день для малого населенного пункта это номер один, это почтальон. Потому что первое это принципиальность. Ну и вся информация, вся наша жизнь, это идет через них. Дай Бог и на будущем также было. Ну и огромное спасибо за вклад по ремонту. Многие годы республика сколько-то поддерживал, чтобы у нас в сельских населенных пунктах жизнь продолжалась в отделениях, и в нашем районе она также производилась. Ну и последние годы, вот я повторяюсь, уже сама Российская Федерация, отделение почты большой вклад делают по усовершенствованию и по, ну как сказать, приятно ведь, когда все сделано, да, охота сюда прийти, хоть бы побеседовать не только, а сюда если зашел, тоже без газеты не выйдешь, или без товара. Поэтому всем самое главное здоровье, сохранить себя, ну и, так сказать, когда почта есть, мы на связи. Поэтому огромное спасибо всем почтальонам. Mallardan birisi yaşlarınızga gelecekte Петрович Берга Анатолий Туршарьясов. Рахмат Петрович. Ну и руководству огромное спасибо за вклад. Вот, я думаю, все наши желания сбудутся, когда... Biz remontdan so'ng ochilgan shu motor pochtamiz endi belgilandi. Sizni boshlarga yukshon. Mening kollektivda 6 почтальон ishlaydi, bekatishlar. Bir zardan bekatishlar, reportajda ishlardan yo'qdir bilmayman. Bizniklar bekat. Tovarlar sotalar. Подписчикlar bekatishlar. Operatorlar kollektiv elektrik energiyasini yo'q ishlardan turib Bütünümüz tırışıp işleriz. Bizler şunday limon yasap bergen her bir ülüşettirgen kişiye büyük zor rahmet ederiz. В нашем районе, но если по району взять, на душу населения читаемость журналов и газет мы самые лидеры. По-моему, после нас там пятикратно даже. Поэтому давайте за нами старайтесь. За вот этот труд относительно нашего направления почты, все цифровизация, информатизация, это большой огромный мир, и вы находите время, и благодаря вам, и вашей помощи, вот на сегодняшний день мы так развертываем это направление. Спасибо. Раиса Маргариевич, тоже Бизур Рахмат за поддержку, за помощь, за всегда встречаете, ставите нам вот задачи, будем стремиться, будем развиваться. Аллах Бирса Бизур Рахмат. Подтверждение учетной записи из театра госуслуги. Все, пока у нас такой узкий спектр. Это пока очень мягкий. Это пока еще узкий совершенно порядок. А платная услуга или бесплатная? Бесплатно.
Это государственные услуги, все государственные услуги у нас в рамках как проект идут По обращению. по обращению. Подписаться операции не разрешится, бесплатно собери. Если операция, я значит, поштовая норма нам Мына маршрут машина. Мына завтра самый башкар аэросына компьютер расторли этажа поставила. Когда берет, берет и Сюда зайдет? С тобой снова. У нас пока Başlarına sanırım. Ondan iyisiyiz. Güzel. 20